салом алейкум ба тамоми кули мардуми Тоҷикистон, бародарои азиз, дӯстои худо. Мы с менеджером поговорили, он мне сказал то, что в декабре мы будем драться. Дайте мне все. Насчет контендера и насчет UFC я пока не знаю. У нас, знаете, какие болельщики? У нас самые лучшие болельщики в мире. Честно, один момент я просто хотел остаться, просто выйти на трак, деньги делать. Знаете, я не новичок в этом спорте. Я здесь вот тренировался. Но это отец. Когда дерется сильно, это вообще словам не объяснить. Он был хорошим спортсменом, хорошим каратистом. Мама повторы смотрит постоянно и хайлайты смотрит. По тэквондо у меня был нокаут, самый быстрый нокаут в мире. Слушай, скажи мне, по дому скучаешь? Постоянно, часто, брат. Спонсором были эти. Он мне просто посоветовал поехать там в Дагестан в скорой. Таджики рулят в России. Когда я зашел в арену, и они стали Мухаммад кричать. Слушай, мечтал у тебя подраться дома, на родине? Конечно, это моя мечта. Я делаю какие-то финты, потом смотрю на это финты, я говорю, неужели это я? PlayStation вредно, а компьютер полезно. Азур Ахмати калон худован шумо розӣ боша, хусусан ба ҳамон одамое ки дар ғарибиянд, дар тарафи Россия, дар тарафи Европа, Тоҷикистон. Так, пробуем еще разочек с тобой. Нормально, сейчас не слышно. Во, сейчас отлично. Давай, рассказывай. Мы с менеджером поговорили, он мне сказал то, что в декабре мы будем драться, дайте мне все, а потом посмотрим, что случится. А насчет контендера и насчет UFC я пока не знаю. Я за меня придет. Так, чуть-чуть у тебя звук в конце пропал. Это из-за чего, интересно? У меня антенна нормально показывает, и Wi-Fi, и это обычный интернет. Во, вот сейчас вообще отлично фразу сказал, было прям хорошо. Ага. Слушай, а ты сейчас в Колорадо, да, если я правильно понимаю? Ага. Тифала. Да, я сейчас в Колорадо, да. Ты тренируешься, не тренируешься, в каком ты состоянии, насколько активно? В Elevation Fighting, там, где я тренировался, когда только что переехал, брат. Кто там сейчас в зале? Геджи тренируется, он готовится. Усман тоже там тренируется у нас. Рознамань у нас была. Очень много. Недавно это Абдуразак дрался, который это Сафи. Он тоже у нас. Да. Много очень хороших этих бойцов. Но они на тебя посмотрели, короче, да, и решили, что надо тоже в Колорадо переезжать. На мою, с Усманом особенно. Да. Она раньше здесь жила, здесь и тренировала. Как Геджи себя чувствует? Геджи нормально, брат, у него хорошая подготовка идет, тренируется. Очень такой, знаешь, бой будет и для него, думаю, и для другого будет тяжелым. И то, и другое, они оба борцы. И любят в стоке драться, любят рубку, любят. Слушай, Геджи вообще мне показалось в какой-то момент в депрессию впал, потому что он-то, по-моему, побольше многих там заслуживал за титул подраться и все такое. Но что-то ему не свезло. Да. У него, честно, есть такое. Он постоянно такой целеустремленный человек. Он говорит, делает, чуть что-то не так пойдет. Думаю, это не только у него, это у всех так. После поражения тяжело восстановиться. После поражения. У него уже это последний бой с этим был, с Хабибом был. Он после не дрался еще. Да. Это уже больше года. Да, 1,5 года. 1,5 года, да. Да, был такой, это правда. Слушай, как ты вообще свой бой крайне оцениваешь, насколько ты себя проявил? Ну, там понятно, что ты, быстро все произошло в какой-то момент. У нас такие планы не были, но я последние 5-6 месяцев работал на своем грапплинге. И у меня была очень хорошая по борьбе.
с этими борцами. М. А было очень такое это, наш план был быть лучше. 6 мы это взяли и взяли, что мы только тренировались. Мгм. Слушай, а ты, кстати, свой грэпплинг на уровне Геджи проверял? А, знаешь, брат, он обычно у себя там в зале тренируется. Там у него свой собственный зал в Колорадо. М. Он только ходит по спаррингам. И иногда у нас бывают такие спарринги, большие перчатки. М. 2-3 дня. А другие дни он постоянно с борцами борется, с грэплерами. Он сам это делает. А, М. Приглашает других борцов или грэплеров. Там у тебя чисто работает. А если честно, мы никогда это не делали по Мгм. грэплингу. С ними это не делали. Мне интересно. Мгм. Но ты бы ему сказал, слышь, ну, я уже получше уровнем, давай. Да, Проявил бы себя, как говорится. да, один день обязательно. Геджи, мы за тобой следим, как говорится. Слушай, Да. ты видел крайний турнир, ну, может, следил как-то, MC Fight Nights, который вместе с Игл был в память Абдулманапа. Что там творилось в зале? Да. Это, знаешь, брат, это был день, когда я дрался. Здесь тоже Да, 17 да, утром. да, да. Утром где-то обед 11-12 часов был. А там вечера было очень приятно. Я отрывки смотрел в основном, как наши болельщики там взорвали и бойцы, кстати. Мгм. Да, я вообще, ну, я тебе второму говорю, вчера я Нурлу это говорил, сегодня я тебе говорю. Вот когда у этот Муродов там дрался, когда у него выскочило плечо, по-моему, правое, у него торчала кость, и мы все в зале просто офигели. Но мы начали там, ребята за моей спиной начали кричать: остановите бой, у него торчит кость. Потом он какое-то сделал движение, и она обратно вправилась, и он закончил. Это нелегко. Это нелегкая вещь, да? Еще после такого драться, брат, это просто... Ну да, Я честно, я такого никогда не видел, чтобы такое происходило. Может, это на его самом- фишка какая-то, я не знаю. Ну. не, травмы, я думаю, травмы фишкам не бывает. Это точно, брат. Не, знаешь, типа, ну, когда у тебя постоянно вылетает плечо, ты так, ну, А, опять. Такой. ну, знаешь, брат, некоторые, вот, Некруз же есть, Мирходжаев, у Да. него самая тема, но колено. У него вылетает постоянно. Он последние 2-3 месяца, когда он едет на байке, он сказал то, что нормально себя чувствует, когда он борется, он иногда говорит то, что у меня чашка двигает. Что за жесть? Да. Просто, Такой знаешь, говорит, аж получается. стоп, бой, сейчас я колено вправлю, продолжим. Да, он так и делает, брат. Он прям бьет по татами, бьет и сразу говорит то, что все нормально сейчас. А так у него Офигеть, травма есть такая. офигеть. Ну, не, Она сообщим я тем, думаю, вы знаете, плечо, колено и спина. Это 3 части, где очень тяжело и восстанавливается. И когда ты получаешь травму, это почти долгое время идет. Мгм. Да, Плечо, да. тем, кто нас смотрит, скажем, что Никрус мог подраться на турнире Беллатор в Москве. Ему такое вроде предлагали издалека, но, судя по всему, не подерется, потому что времени совсем мало уже осталось, и там уже не успеет он просто все это сделать, что связано с этим. Да. Да, а так Никрус ждет предложение от Беллатора, как говорится. Мгм. Если я все правильно понимаю. Да. А, Вот мне сказали, больше последний, чё, Мгм. у него Так, что-то у нас немножечко опять подвисло. Как слышно, скажи мне. нормально, я слышу. Во, все, отлично. Так, ну что, скоро у нас Лоик дерется, да? Ну так, относительно скоро. Ты Ага. будешь ему помогать готовиться, может быть, или планируешь ли на его бой поехать? Какой план? Я пока сейчас не знаю насчет этого, но мы когда во Флориде были, там, где он тренируется, живет, у меня там бой был во М. Флориде. А
сказал то, что нормально и это держится. А насчет боя, то, что буду я рядом или нет, иншалла, да, Всевышний, иншалла, если получится, братан. Это очень... Я же на финале в прошлом году был. Да. Да. Поэтому ты точно должен увидеть случай, когда он станет миллионером. Да, обязательно. Такие вещи пропускать нельзя. Ну, не будем загадывать, как говорится, да? Слушай, а у Да. тебя вот есть ощущение, что Лоик уже тоже освоился в Америке? Ты как более опытный. Освоиться насчет чего? Насчет... Ну, там с языком, там вообще, ну, насколько ему комфортно уже здесь. Потому что, ну, он говорит, что он в Стэнфорде вообще один. Ну, то есть там нет особо постоянно русскоязычных ребят, и он там уже с тренерами там туда-сюда решает вопросы. Еще что-то. Ну, освоиться или нет, брат, да, он уже знает, куда ехать, что делать, так как он в Европе. А насчет языка, это затруднение, он не может... Он уже понимает, что разговор речь. Ну ничего, может после финала, если эйфория накроет, Да. все, что знает, выпалит. Да. Слушай, Миллион... Нурулло Алиев вчера мне сказал, что может подраться в контендере. Ага. Как вот ты со своей стороны думаешь, насколько он готов? И как он тебе как боец вообще? Насчет Нурулло, мы близко знакомы, очень хороший парень. Мне нравится его спокойно, как он дерет, как он это. В общем, мне нравится его это характер и харизма. У него это есть, бойцов есть хорошие таланты, но они не знают. Но Нурулло знает, как себя вести во время боя, перед. В интервью очень хорошие цитаты говорит. Я записываю. Вот насчет Контендера. Я думаю, он готов. Есть свой вес. Я думаю, что Нурулло будет для них 55. 77. Я знаю, вот недавно что он сейчас поставил было бы интересно смотреть на него. Как игрался, все борцы, была очень хорошая борьба. Сбор. Я не говорю то, что он здесь тренировал. Он борьба, он очень контроль. Думаю, 70 было бы очень хорошо. Может, 70 тоже. Так, чуть со звуком пишут, что есть проблема. У тебя, с твоей стороны немного, да? Есть такое? Вон пишут в комменты. Да, говорят, голоса нету. Так, если вкратце, ты думаешь, что ему в 70 килограмм было бы хорошо драться? Да, если я все правильно понял. Я не думал, но я посоветовал ему драться 70. Да, 70 килограмм это его вес. Я думаю, то, что он далеко пойдет в этом весе. Но как бы я слышал то, что он очень тяжело делает 70 килограмм. А 77 для него как раз, ну, может быть. Ну и борьба, естественно, у него, конечно, на хорошем уровне. А я, как понимаю, в контендере это решающий фактор может быть. То есть туда многие заходят, у кого борьба не на таком высоком уровне. Это да. Я знаешь, в чем сейчас это последний контендер, когда я смотрю, вот, например, когда я дрался в прошлом году, мы с братьями сидели где-то 2-3 недели до этого, мы смотрели бои, а Дана Вайт не давал контракт тому, кто идет по решению судей. Кто тейкдауны делает, кто скучные бои делает, Дана Вайт им это не давал. Но в этот раз Дана смотрит на это с другой стороны. Вот, например, на сильную Руло, как Альберт Дураев дрался же недавно. Он тейкдаун сделал, потом контроль, соперник вообще не двигался.
А я думал, что сейчас как раз, вот, например, а раньше только нокауты, брат. Вот когда я вышел, брат, мне сказали то, что не decision, split decision, насчет этого вообще не думай. Иди нокаутируй. Вот так, у меня вот такой это Ты настройка. полетел. Да, да, да. У меня вот такой настройка был. Да, я сказал то, что зачем, если я буду драться 3 раунда, я по-любому не возьму контракт. Я должен его нокаутировать, я должен его что-то это делать, да? Урон делать. Слушай, а ты долго выходил из этой ситуации? Ну, то есть, сильно ли ты расстроился? Ну, депрессия, я там не говорю, да, маловероятно, что у тебя там была какая-то депрессия прям. Но как долго ты психологически выходил из этой ситуации? Что ты Честно, я вам сейчас проиграл? скажу, психологически, так в то время я не был таким, как я сейчас думаю, как я сейчас, например, у меня сейчас mental coach, я очень работаю над этим. Я в то время на критики, на все это обращал внимание. И было такое, то, что я почувствовал одиночество. Вот только братья были со мной, а другие, все мне это говорили, то, что ты не можешь драться, это чуть-чуть меня сломало, если честно. Это для меня давало чуть-чуть такой дискомфорт, который 2-3 месяца я над этим работал. Я, как это стал, да, чуть-чуть, знаете, например, бывают же люди, когда пишут разные комментарии, я стал на это реагировать. И я потом после контендера, я без никаких выходных, я стал бегать по утрам, по вечерам, ночью, 2-3 часа. У меня была вот такая этого. Потом сразу остыл, я сказал то, что да, не надо это, не надо обращать внимание. У нас, знаете, какие болельщики? У нас самые лучшие болельщики в мире, но они требуют очень много. Вот, например, они знаете, какие? Они у нас такие. Вот, например, когда у тебя все идет хорошо, они хорошо поддерживают, красавцы, молодцы. Но иногда на взлеты, на падение они по-другому реагируют. Например, они не думают, то, что у этого бойца может быть какой-нибудь финансовый это проблема. У этого бойца может быть это. Бывают же такие люди. Говорят же, нет плохой нации, религии. Есть хороший человек, плохой человек. А я сейчас на это вообще не обращаю внимания. Есть я и моя цель, моя подготовка, мои тренера, моя команда, которой я им сильно доверяю. И они что от меня требуют, я это делаю. То есть ты, ну, если уточнить, ты с психологом работал какое-то время, да, я правильно понимаю? Да, да. Но это достаточно профессионально, знаешь, мне кажется, что очень многие ребята работают, на самом деле. Мне раньше сказали, у меня был такой, у нас же менталитет такой, когда ты ходишь к психологу, ты псих или дурак, или сумасшедший. Это к психиатру, а психолог Да. Даже так думают. Вот, например, некоторые люди это не делают. У них нету различия между психиатром и психологом. Они думают, это одно и то же человек, одно и то же это. А другие понимают. Мне просто посоветовал это. Гейджи еще посоветовал. И Кори Санхаген посоветовал. Просто сказал, что сделать для себя и все. Я, честно, один момент я просто хотел оставить все. Просто выйти на трак, деньги делать. А потом мне Кори сказал то, что не надо, просто есть у тебя талант. Я просто, знаете, я не новичок в этом спорте. Я с детства тренировался. У меня есть хороший контроль со стороны моего отца. Он постоянно меня контролирует, постоянно меня поддерживает как спортсмен, так как он сам бывший спортсмен. Поэтому у меня очень такой ответственность перед ним. Я должен что-нибудь делать, я должен его обрадовать своими результатами. А звонит отец тебе после боев? Конечно, и до боя, и после боя, и во время весогонки, и до весогонки. Он постоянно со мной на связи. Он честно, я после боя, когда его не было дома, я с сестренком поговорил. Я сказал то, что для меня просто интересно, какой реакция у него была. Когда я зашел в ринг, когда я дрался, он сказал... Они мне сказали то, что он сильно нервничает. Он сюда ходит, туда ходит, он не спит. Он все время что-то туда-сюда ходит, удары бросает сам дома. Он сильно беспокоится. Я сказал то, что я не ожидал. Знаешь, знаете, как это? Я постоянно
звонил им, я сказал то, что просто не переживайте, мы выходим, делаем свою работу и все. Я думал то, что это нормально, но это отец. Когда дерется сын, это вообще словами не объяснить. А когда другой, просто раньше, когда я в Таджикистане по кикбоксингу или по тэквондо дрался, мой отец нормально на это постоянно смотрел, постоянно был рядом, он еще меня настраивал. А здесь чуть-чуть еще серьезный вид, без этого, без защиты ног, без шлема. Думаю, поэтому беспокоиться. Слушай, а он у тебя к спорту имеет отношение? Ну, то есть он тренер там или вот? Не, он был хорошим спортсменом, хорошим каратистом. Я даже, у нас базар есть в Таджикистане, Корвон. Однажды я помню, когда я с отцом был и с мамой, мы просто ходили по базару, и один человек мне говорит, то, что это не Махмуд, его Махмуд зовут. Я сказал то, что да. А ты кто для него? Я сказал то, что почему вы спрашиваете? Он сказал то, что я с ним спарринг делал, когда мы это было. Он очень хороший, он прям такие вещи про него сказал, то, что да не может быть. Потом они сразу узнали друг друга, да. Он хорошая база карате у него. То есть ты, в принципе, в отца, ну, ногами. Да, ногами отца. Есть такая история. Слушай, а мама бои смотрит? Мама повторы смотрит постоянно и хайлайты смотрит. Еще, знаете, у меня такая боевая мама, она мне говорит то, что у меня коронный удар, разворот 360 градусов. Торнадо кик говорят по-американски, это коронный удар. И по тэквондо у меня был нокаут, самый быстрый нокаут в мире. И в кикбоксинге я это часто использовал. Она ждет, она говорит, то, что я знаю, то, что это удар приносит тебе сразу контракт. Сделай это. Я говорю, то, что это нелегко. Если я буду это делать, какой-нибудь борец просто мне погиб кинет, и все. Нету больше Мухаммада. Она говорит, то, что не, я уверен, то, что один день это пройдет. Да, офигеть. Мне кажется, сходу за такие вещи контракт дают. Нет такого? Да. Это зрелищный удар. Но это тяжело делать. В тренировке я делаю, брат. Но во время боя это риск, брат, чуть-чуть. Да нет, конечно. Кто-то быстро проходит во время боя. У меня сразу, знаете, как задача, вот, например, психологические задачи, когда я вхожу на ринг, я постоянно себе это делаю. Я должен, вот американцы говорят, enjoy the moment. Как это переводится? Я почувствовать ситуацию, наслаждаться моментом. И наслаждаться. Я наслаждаюсь каждой минутой, потому что так все быстро проходит, брат. 15 или 25 минут дерешься. Перед этим боем 25 минут. А перед этим ты даже не представляешь, как раунды заканчиваются, как все идет. Потом иногда ты забываешь, какие удары ты бил, какие удары получил. Вот такие сеансы бывают во время боя. Поэтому я постоянно говорю то, что я должен просто иметь развитие, я просто кайфовать от того, что я делаю, от драки, там, от боя. Просто я должен кайфовать, я должен чувствовать это. Это крутое ощущение. Слушай, с психологом понятно, а диетолог есть у тебя? Диетолог тоже есть, брат. Например, у меня так весогонка последний раз был очень тяжелым, но вот в этом бою очень был тяжелым, но перед этим боем был очень хороший весогонки. Мне обычно 10-12 килограмм я гоняю. А так 3 недели до боя мне достаточно, чтобы согнать. Нормально. Слушай, а вот, ты до этого диетолога у тебя не было, наверное, да, в какой-то момент? И когда он появился, ты долго спорил там? Ну, знаешь, есть какие-то вещи, которые ты любишь, не хочешь от них отказываться, а он говорит, так, вот это вот туда в мусорку, это мы больше не едим, это ты больше не готовишь. Она же со мной не живет, она не видит. А тут мои братья. То есть ты нормально там, да? Это? Погромче сказать. Когда я весь гоняю, они такие сладкоежки у меня, десерты любят. Они привезут, и потом я ночью где-то 2-3 часа стану, чуть-чуть это. Вот он. Привет. А что они едят? А что они там едят-то? Вот, например, торт какой-нибудь, мороженое постоянно. Брат, у нас в холодильнике все, они просто там. Тут в Америке, брат, это все очень дешево, брат. Заходишь
покупки делают, они не думают. Иногда я говорю, я еще сам это говорю, я говорю, что купите, я могу все контролировать. А потом ночью прям... Залетает нормально, да? Стоишь с ложкой перед холодильником. Очень, брат, это самый такой незабываемый вкус. Блин, нормально. Ну, то есть ты можешь прям на весогонке, да, мороженку там лупануть. Да. Далерджа Биабон. Я сейчас историю вам расскажу. Давай. Сиди здесь. У него был день рождения, короче. Так. Потом одна эта девушка здесь живет, соседка тоже таджичка. Она сделала торт. 5 дней до боя. А я дома, я ему сказал то, что далее ни нутелла, ни торт, никакой это, пожалуйста, просто 5 дней подожди, и на улице хочешь кушать, ну просто домой с собой не захвати ничего. А потом я рано утром встал, приятный вкус, Да. я не знаю, что это. Он прятал торт, а я по вкусу, по запаху почувствовал. Знаешь, как это в мультиках, когда мышь, запах сыра вот этот идет, такой Да. в воздухе. Я далеко там закрыл эти, он не знаю, как стал, как будто уже знает, да. Пошел, короче. Я сказал то, что, выйди, пожалуйста, по-братски, иди, у тебя же дела были. Он вышел так, я просто половину, был такой большой, я половину просто не смог. Одна ложка, потом просто захватил, а потом Бранной это было второй или третий раз. А я говорил, что у меня вес проблема. Он говорит, что как это, у вас же нормально, ты так контролируешь все и воду пьешь. Я говорю, что давай в сауну, пожалуйста. У меня был где-то, если 66, у меня 73-74. А потом я целыми днями сел в сауне, брат. Правда, я выиграл этот бой. Это был бой, я выиграл этот бой. Но было очень непрофессионально с моей стороны. Игорь, он вот дома вот сидел, он скушал, мне не сказал. Он там туда-сюда ходит, он пришел, говорит, у меня плохая новость. Я думал, ну травма или что-нибудь. Я говорю, что, я не скажу. Он ходит, туда ходит. И потом следы торта на лице просто, да, остались. Торт я пришел, торта нету уже, все. Блин, я люблю сладкое, брат. Нутелла тоже нормально, да, заходит? Да, нутелла вообще не говори, брат. Итак, а что должно произойти в жизни, чтобы ты от сладкого отказался? Брат, я не знаю. Иногда, например, знаешь, брат, кушаю, бывает, потом думаю то, что другие так кушают, как я или нет. Вот так мне еще дает чуть-чуть это комфорт дает, например, на родителях или на семье. Есть такое, что. Слушай, скажи мне, по дому скучаешь? Постоянно, часто, брат. Я уже знаю, брат, 6 лет вдали от родины. За 6 я был дома 4 раза. И по месяцу. Первый раз, второй раз, первый месяц. Получается. Так, чуть пропадает у нас звук. Пропадает звук. Слышно? Вот сейчас хорошо, да. Я говорю, чуть-чуть мне не везет с этим, почему я так очень хочу там много времени провести. Я для этого, например, финансовые проблемы у меня. Там в Таджикистане все очень дорого. Например, были такие дни, когда у меня не были деньги на такси или на этого, да. Тяжело двигаться в маршрутке или в автобусе. Очень, я не знаю, брат, что надо делать. Я думаю, что надо просто драться в лучшей организации, делать деньги и об этом финансово не думать больше и там находиться, брат.
А ты не думал взять родителей и всю семью в охапку и в Америку просто перевести? Не, я не люблю здесь жить, брат. Мне вот эта культура, менталитет чуть-чуть мне не нравится. Может быть, в дальнейшем, да, но, знаешь, я много времени нахожусь в зале. Например, я особо так аут не иду, вот клубы, там, кафешки. Не-не-не. Я вообще не хожу в такие места. Например, бывают дни, которые, вот, например, братишки приходят навестить. Они говорят то, что в школе сегодня вот так случается, туда-сюда. Я сразу о будущем думаю. У нас дома, у меня 4 сестренки, брат. Я единственный сын. Поэтому я хочу, чтобы они были там, где, вот, например, религия, брат, там, где, например, чтобы у них было все нормально и комфортно. А бывает суета в школах в Колорадо? Да, очень много суеты, брат. Тут много курят, брат. Марихуану, вот, например, 14, 15, 16, 17 лет курят марихуану, брат. Уж Например, такой, мы вот против. братишка приходит, рассказывает, он говорит, то, что я его постоянно контролирую, он борец. Я ему говорю, то, что не делай так, хорошо, если я поймаю, потом будет очень тебе это. Он говорит, то, что да, но в классе все они курят туда-сюда. Вот с этой стороны мне не нравится. А с другой стороны, вот, например, когда мы идем в магазин, покупку делаем, вот это мне очень по душе, брат. Все Я есть. могу позволить себе все, что угодно, брат. За низкие цены я могу. Еще знаешь, брат, в пятницу, в субботу тут постоянно скидки. Я не знаю, для них это что. Вот Америка, на самом деле, насчет этого я очень их уважаю и люблю. Вот пятница, суббота, вот, например, ходишь в магазин, Да. есть скидки, вот, например, они все делают, например, это было $5, а сейчас $2. Да. Это было $10, а сейчас $5. Вот такие, Да. как мне это обратно, и была бы семья здесь, была бы очень, Да. То есть в этом смысле комфортно, конечно, да, комфортно. с точки зрения быта. Слушай, Да. а вы сейчас в квартире живете, да? Я так понимаю. Да. Сколько в месяц стоит жить в квартире? Честно, брат, братишка поддерживает, а так, далее час мети я мода, хули хона. $1100. 1100. У нас Ну, это нормально, это не два очень этого, дорого, на самом деле. санузел, 2 комнаты. Да, хороший. Да, и еще, у нас еще скидка есть чуть-чуть. Нормально, дисконт, Да. бонус. Как твой английский? Английский у меня нормально, брат, нормально на английском. Very good. Вы знаете, что интересно там, когда я говорю, вот американцы, вот, например, в зале, да, меня, Да. никто не смеется, все стараются меня слушать. Мне обидно, когда меня исправляют наши эти там, таджики, кто они учатся там, не знаю, МБ, Да. говорят, что вот у тебя грамматика, самое главное, что понимать. Так, чуть пропал. Возвращайся. Сейчас Во, нормально слышно. Во, отлично. Да, меня потом это исправляют наши эти, говорят то, что это грамматические ошибки, туда-сюда. Да, я говорю то, что да, понятно. Если Слушай, американцы повернуть время, я бы исправил своих учителей в школе по-английскому. Да. Я бы Слушай, их сам это сделал. Американцы никогда, вообще носители языка, ну, британцы поправляют иногда, потому что, ну, для них язык это все. Американцы никогда тебя не поправляют, потому что в их стране есть мексиканцы, всякие ребята из африканских стран, которые говорят гораздо хуже, чем мы. Да, вот это меня очень радует. Вот, например, в зале у меня не было никогда такое, что кто-то, или вот Гейдж, или Дру Добер, или Кори Санхаген, они мне никогда не говорят. Вот, например, что-то говорят, я говорю то, что в смысле, брат, они сразу по-другому мне объясняют. Попроще. На перевод не говорят, попроще, да, объясняют. Они говорят то, что вот так. Они никогда не смеются. Просто для них мой акцент такой приятный. Вот, например, у нас же такой микс, русский язык, таджикский, английский. Для них приятно это акцент.
Слушай, в отличие от них, от всех, ты знаешь 3 языка, по сути. Ага, Русский, таджикский английский, и таджикский, английский. Да, 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 они только на английском говорят, поэтому да, ты да, уже, да, ну, явно перспективней в этом да, да, смысле. да, да. Так что тут вопросов никаких нет. Вот. Слушай, ну, вас уже трое в Америке, ну, более-менее, да, известных бойцов, то есть ты, Лоик и Никрус, ну, Ага, которого я, например, узнал недавно, но я думаю, что кто следит давно, знал уже достаточно давно. То есть вы потихонечку, да, завоевываете Америку, да, сейчас еще ага. подтянется Нуруло, если он Покоряем. решит драться в контендере, да, то вы Да, 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 потихонечку уже там. да, да, да. Ты знаешь, брат, мы стараемся сейчас у Лойка очень важный бой. Кто может от таджика заявить, например, самая лучшая организация в PFL, он может просто дать им знать, то, что таджики тоже у них есть хорошие бойцы, хорошие эти. Вот на этой стороне сейчас Лойк на первом месте стоит. Он может очень такой сенсацию делать. Да, да. Я случайно посчитал, сколько $1 000 000 в Самани будет. Мне кажется, Это было так неприятно, когда я смотрел, то, что Игорю нечем заняться, а он переводит доллар на самани. да, не, есть же калькулятор в этом в интернете. Ну, слушай, это нормальная история, потому Конечно, что, это... ну, очевидно, те, кто живет в Душанбе, будут в Самане считать, а не в долларах. Да, да, да. Можно, мне кажется, дом Это идеальные деньги деньгами там в заполнить. Таджикистане, брат, это идеальные деньги. Сразу появляются братья, друзья. Я Те, кто чуть-чуть, брат. со школы тебя не видел, да, вот эти Ты люди. можешь себе... Да, 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 со школы, которые не видели. Ты помнишь, брат, в первом классе я тебе журнал дал, а ты мне ручку. А сейчас мне ты доллар. Да, да, сразу друзья появятся, 100%. Но надо признать, что у Лоика теперь менеджер Али Абделязиз, который при случае может порешать некоторые моменты. Конечно, брат, он очень хороший. Он за своих бойцов постоянно идет до конца. Да, да, и знаешь, я думаю, что если Лоик выигрывает ПФЛ Гран-при, то, ну, UFC, в общем, ну, что говорить. Я Конечно, думаю, что это уже просто дверь. может. Я думаю, Лойд и до этого смог бы и подписать его. Просто для него, когда мы говорили об этом, для него самое главное, брат, делать деньги. Вот, например, первый бой в UFC это 10-10. Он хочет, он семьянин, брат. Он Да, думает сначала о семье, брат. Он хочет деньги поднять, брат. Поэтому он да. сказал то, что я останусь в PFL. Да, но к тому же, ты знаешь, если он выиграет Гран-при ПФЛ, то у него совсем другие условия будут на входе в UFC. Ну, Конечно, наверняка. да. Большое имя, да, идет, как Майк Чендлер. Пошел же с Беллатора. 100%. Да, 100%. да, То есть да. сразу более приличный уровень соперников, Да, деньги это другие. естественно. Сразу топ-10 можно ему дать. Да, ты насчет этого прав. Да, да, я на самом деле за него очень рад уже по той простой причине, что он многим рискнул, знаешь, живет в комнате там в этом самом в Америке, Да, и да. проблемы с финансами после этого боя с Мартинесом вообще непонятно, как он себя чувствовал, знаешь, когда его там засудили, отвратительно совершенно. Вот, и, ну, как он из этого вылез, это очень такая сильная история, я его, конечно, очень уважаю за это. Красавчик он. Да, да. Ну и для него, мне кажется, знаешь, психологически еще важно, он уже дрался в финале ПФЛ, пора бы выиграть его. Конечно, Вот конечно. Он уже такая был там. мысль. Да. Ему знакомы все эти места, все эти моменты, которые случаются в финале. Ему это все знакомо, так как он дрался 5 раундов, брат. Угу. Да, да. Знаешь, что интересно, брат? Когда он был в моем бою, последний бой, потом мы после боя пошли, у нас были гости там, посидели, а потом мне говорят, то, что Мухаммад, ты помнишь в финале, сколько я лоу-киков? Не лоу, а кавки, ниже колена, сейчас же Да, да, да. это в моде. Я сколько пропустил? Я говорю, тоже с первого раунда до последнего. Он говорит, то, что ты недавно видел PFL, после второго удара сразу парень это сделал. Кричал, то, что остановите бой, остановите бой. Да, да, да. То, что будьте как я.
Не, Лоик камень, реально. Да, Ну, он тут камень. на самом вопросов нету. Ну, очень хороший парень, мы общаемся хорошо, поэтому всем рекомендую. Лоик деле. Раджабов, собственно говоря. Подпишитесь, пока это не стало мейнстримом. Знаешь, Ага. потом все полетят подписываться, школьные друзья, вот эти все, о чем мы с тобой уже поговорили. Вот. Слушай, ну, какие у тебя планы с точки зрения жизни? Ну, то есть, понятно, что ты в декабре подерешься, до этого ты же все время будешь тренироваться, готовиться и ждать бой. Или что-то еще, какие у тебя планы есть? Съездить куда-нибудь может? Съездить. Вчера у меня с спонсором были эти. Он мне просто посоветовал поехать там в Дагестан, сборы иметь. Я пока не знаю, я поговорил сегодня утром с менеджером, он мне говорит, что зачем тебе, вот, у тебя же там хорошие бойцы тренируются со всего мира, очень известные и популярные бойцы. Тут в Колорадо я сказал то, что нет, там в Дагестане у них борьба, у них другой уровень, может я туда полечу. Посмотрим, я не знаю, брат, пока я насчет этого сейчас думаю, брат. Сейчас посмотрим, что к чему, как будет. Иншалла, получится, может. Не, Дагестан это да, это интересно. Выход из Да, зоны да, комфорта, как говорится. да. Там очень знакомых братьев со всего зала, которые мы тут в Америке встречались. Ну, бойцы, я имею в виду. Да. Я очень много людей знаю с Дагестана. Ну да, поэтому ты, в общем, как свой будешь, если приедешь, Да, там вопросов нет. Не чужие, да. Да. Ну, плюс в России наверняка тебя еще встретят. В общем, ну, у вас там серьезная братская поддержка, это я знаю точно. Тебя точно... Одного тебя... Таджики рулят в России. Да, одного тебя точно не оставят, в этом я абсолютно уверен, на самом деле. У меня тут Честно, мне так приятно, брат, когда я вижу так фанаты наши таджикские, они поддерживают наших бойцов. Как приятно, брат. Когда я был в ACA в этом году, потом я просто даже об этом не смог подумать, то, что у меня есть так много фанатов, у меня есть так много людей, которые за меня болеют. Когда я зашел в арену, и они стали Мухаммад кричать, мне так было приятно сказать то, что это другой уровень. Вот, например, у нас же есть каждый год в Таджикистане Навруз, праздник Навруз. Да. А потом там у нас как борьба дзюдо, есть свой национальная борьба. Там прям бешено собираются, там где-то 10, 15, 20 тысяч людей идут просто смотреть борьбу. Если бы сделать ММА, то Таджикистан бы 9 миллионов пошел. Я думаю. Нормально. У нас любят просто, знаете, как это, любят спорт. Смотреть, там поболеть. Очень любят, приветствуют это. Слушай, мечта у тебя подраться дома, на родине? Конечно, это моя мечта. Это будет, даже словами объяснить не могу, как это будет. Я даже не могу визуализировать на это. Думаю, то, что будет очень хорошо. Очень представляешь, вот прямо сейчас, если карт делать, да? Лоик Раджабов, Мухаммад Наимов, Нурулло Алиев, там Муин Гафуров, ну, можно докидать там еще ребят, да, Фаридун Адилов, например, Азам Гафуров. Ну, то есть там вообще можно такой карт сделать, реально. Ты знаешь, брат, звезды Таджикистана, как говорится. Да, я никогда не дрался. Когда, вот, например, с первого любительского боя и до последнего моего боя, постоянно там, где я дрался, в арене находились максимум 10 человек, вот таджиков. Да. Я очень хочу драться в Нью-Йорке. Они говорят то, что, например, мой брат Big Punch же есть, Далер. Да, Он говорит то, что я могу просто 400-500 человек собрать. А в России или в Таджикистане я даже не могу представить. А вот я очень хочу почувствовать это. Я хочу почувствовать эту энергию. Иногда, вот, например, я постоянно подкасты смотрю. Там Израиль Адесanya говорит то, что когда я выхожу на арену, когда я вижу болельщиков, фанатов, это дает мне экстра энергию, дополнительную энергию. Это, наоборот, меня прям это, я делаю какие-то финты, потом смотрю на это финты, я говорю, что неужели это я? Это, знаете, кураж есть, кураж говорят у нас. Кураж поймаешь, и все.
это моя мечта, драться там, где будут в зале таджики. Но фиксируем. Будем надеяться, что она у тебя рано или поздно реализуется. Иншаллах, да. Пожалуй, это важно. А что, слушай, расскажи, что делаешь в свободное время? Может, у вас PlayStation там есть или что? Чем занимаетесь? Когда Некрус был, индийские фильмы смотрели постоянно. Он любит, я полюбил. А с братьями постоянно у нас горы ходим, хайкинг, очень так популярно. В Колорадо только же горы. Это вот с палками, да? Когда, Да, палками. Ты просто это делаешь. Когда первый раз меня на хайкинг забрали, а потом тупо ты просто по гору идешь, я говорю, что вы тупые, мы же можем там в горе что-нибудь делать. Что там делать? А у них большие сумки, там запасы, кушать, все. А у меня прям в кармане и брук джинс. У меня с джинсовкой я пошел, я сказал, что так скучно это. А сейчас мне очень нравится это по душе. Ты когда идешь, иногда даже хочется одному. Там пойдешь со своими мыслями, думаешь. Природа чисто. Слушай, ну у таджиков горы это тоже есть где-то в сердце. Конечно. Но мы, знаешь, брат, мы как вот американцы не используем. Вот мне Некрус сказал, на Бадахшанской автономной области, он с Памира, там вообще высокие горы, это самые высокие горы, второй час в мире, по месту второй в мире. Он мне говорит, что ты знаешь, брат, там такие туристы с Европы, с Америки, прям они две недели там это делают, хайкинг делают. А мы сами, знаете, у нас какие интересы. Вот, например, наша молодежь, особенно я заметил, когда в Таджикистане, в Душанбе был, они любят находиться в городе. Не за городом, а в городе. Там интересно, там же всякие соблазны, там всякие эти, поэтому город выгодно для них. Но по возрасту, брат, ты понимаешь, что иногда, когда находишься один, это лучше, чем находиться с братьями или с друзьями. Или природа. Некоторые люди любят природу. Да, успокаивает. Да, успокаивает. А что, я думал, вы PlayStation играете в свободное время. Ну, мы играли, мы продали это PlayStation деньги, да. Слушай, да может и к лучшему. Да, это к лучшему, брат. Мы продали, брат, а потом на замену взяли компьютера. Нормально. И в Counter-Strike там, да, на нем? И Counter-Strike сейчас идет, брат. PlayStation вредно, а Counter полезно. Вопроса нет. Ну чего, будем тебя отпускать. Что бы ты сказал ребятам, которые за тобой следят? Вот нас смотрят там, 1200, я думаю, посмотрят еще больше. Что бы ты им сказал? Можешь на родном языке, как комфортно? На родном языке, я бы с удовольствием. Салам алейкум, ба тамоми кули мардуми Тоҷикистон, бародарои азиз, дӯстои худо, ҳазор раҳмат. Ман ҳар яктаи шумо SMS мегирам. бахшиш ки вақти ҷавоб додан камтар вай мекунам, азият мекашам. ҳазор раҳмати калон, худованд шумо розӣ боша. хусусан ба ҳама одамое ки дар ғарибиянд, дар тарафи Россия, дар тарафи Европа, мисол ай таҳти дили мада балечикӣ мекунанд, фанатӣ мекунанд. ҳазор раҳмат. Ман ҳаракат мекунам, ҳамаш дар дасти худованд. Ман ҳаракат мекунам ки постоянно дили шуморо шод кунам. аввал охир худо иншааллоҳ гуфти япо мотивация зинда шумоем барои ман. ба ҳама саломатӣ, умри дароз, худованд имони мустаҳкам барои шумо ато бифармонад. худованд тез пеши падару модару пеши занои кӯдакотон баргардем ба ватан. Салом алейкум, Тоҷикистон. Все, фиксируем. Рахмат, как говорится. Рахмат. Да, кто до сих пор не подписан на Мухаммада Наимова, подписывайтесь, потому что, рано или поздно вы все равно это сделаете. Подпишитесь, пока мы на старте, как говорится. Да. Ну и на меня тоже не забывайте, потому что эфиры сейчас будут каждый день, я вернулся. Спасибо, очень приятно. Кидаем подписку. Тамхан, спасибо тебе большое. Салам алейкум, Тоҷикистон. Let's go. Пока-пока.